بسم الله الرحمن الرحيم. Дающий удел, дающий пропитание, дающий то, что мы имеем. Аллах Субхану ва Тааля, дающий все и в то же время отнимает. И если Аллах Субхану ва Тааля одарил кого-то чем-то, какими-то благами мирскими, то это не значит то, что Аллах Субхану ва Тааля полюбил его. А если кого Аллах Субхану ва Тааля одарил верой, иманом, то это значит, что Аллах Субхану ва Тааля возлюбил этого человека и захотел, чтобы этот человек приблизился к нему. Альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля мощен над всякой вещью. Никогда ни в ком и ни в чем не нуждается. Создавая земли, небеса, горы, все, что мы видим, все, что зримое и незримое, Аллах Субхану ва Тааля создал, не нуждаясь ни в ком и ни в чем. Так как у Аллаха нет никаких сотоварищей и не помощников. Если Аллах Субхану ва Тааля одарил кого-то с чем-то и отнял его, это не говорится о том, что Аллах несправедлив по отношению этого человека. Поскольку Аллах одарил его тем, что это принадлежит ему, Аллаху, и обратно забрал его. Если Аллах одарил кого-то детьми, ребенком, да, и забрал его, это не говорит о том, что Аллах не любит нас. Это говорит о том, что Аллах одарил нас ребенком и отнял его обратно свое, дал свое и взял свое, чтобы испытать человека. Альхамдулилля, вот именно из-за таких причин Аллах Субхану ва Тааля, только Он единый, кто достоин поклонения. И основной смысл слова «Ля иляха илляллах» является «нет божества достойного поклонения, кроме Него». Мушрики, курайшиты, многобожники курайшиты, они тоже поклонялись Аллаху. Но, то есть говорили то, что Аллах это, да, Бог, то, что Он, да, создавал небеса и землю, только Он создал. Как говорится в Коране, спросил Мухаммад у мушриков, кто же создал небеса и земли. Они непременно тебе ответят то, что создал его только Аллах. Но не дело в том, что просто знать то, что Аллах создал это, да? А дело в том, что не предавать никакого сотоварища Аллаху и поклоняться Ему единому. Альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля в суре Ан-Ниса, 36 аяте говорит: «Ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шай'a». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему никаких сотоварищей. Вслед за ним сразу Аллах упоминает о некоторых прав человека, которые должны соблюдать каждый мусульманин. Первое, что упомянул Аллах: «Вабиль валидайни ихсана» и твори благое своим родителям. Твори благое своим родителям. Аллах Субхану ва Тааля неоднократно упоминает имена наших родителей, то есть права родителей и с правам Аллаха. Муаз ибн Джабаль радиллаху анху говорит, то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям спросил его: «О Муаз, атадри ма хакку аль-ибади аля Аллахи, атадри ма хакку Аллахи аля аль-ибад». О Муаз, известно ли тебе, какое право Аллаха должен соблюдать мусульмане? Муаз радиллаху анху ответил: нет, Аллах и его посланник знают лучше. Тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Айябудуху ва ля юшрику бихи шай'a». Право Аллаха, которые должны соблюдать каждый мусульманин, это поклоняться Ему единому и не предавать Ему никаких сотоварищей. Это права Аллаха. А что будет, если мы сделаем так? То есть поклоняться Аллаху и не предавать Ему никаких сотоварищей, вслед за Ним что будет? Что нас ждет? У нас есть право ожидать от Аллаха, не право, да, а право ожидания, то, что Аллах Субхану ва Тааля не будет, Аллах Субхану ва Тааля не ведет нас в ад, да, а ведет по прямому пути в рай, иншаллах. Поэтому право Аллаха это поклоняться Аллаху. И затем сразу за этими словами Аллах упоминает наших родителей. «Вабиль валидайни ихсана». Твори благое своим родителям. Творить ихсан, если мы слово посмотрим ихсан со словаря, оно будет звучать как творить благое. Да? Перевод прямой, смысл слова ихсан – творить благое. Но есть такое слово, противопоставляющее к этому слову не творить благое, да, или творить дурное, творить зло. Также есть тут третий смысл.
Это нейтральный смысл. Не творить благое и не творить зло, не творить дурное, да? Аллах Субхану ва Тааля говорит здесь то, что мы должны творить только благое своим родителям. Не должно быть так, да, чтобы я и не творю им, не делаю хорошего, и и вреда от меня нет. Не должно быть такого. Должен быть только хорошее. Аллах требует от нас, к нашим родителям, только чтобы мы относились к ним вежливо, учтиво, говорить вежливые, нежные слова и никогда не ослушаться их повелеваний. Даже в хадисах приводится, если мать скажет сыну, чтобы он развелся со своей женой без никаких-либо причин, то сын должен повиноваться и развестись со своей женой. Даже такие хадисы есть, да? Поэтому родители это на первом месте. После Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вабидил курба», то, что связывает нас, то есть наши родственники. Аллах велит нам, чтобы мы хорошо относились со своим родственникам и никогда не разрывали наши отношения с родственниками. Родственники, как приводится в хадисах, также в Коране сказано то, что каждое наше тело будет говорить в судный день. Правильно? Каждое наше тело будет свидетельствовать или же против нас, или в нашу пользу. Также Аллах Субхану ва Тааля в судный день создаст такой облик, и назовет его родственные узы. Да? Аллах создаст родственные узы, облик, и даст ему язык, речь, чтобы он мог говорить. И тогда вот эти родственные узы наши, они скажут: «О Аллах, такой-то разорвал меня». То есть он не поддерживал связь со своими родственниками. Так разорви ты тоже в этот судный день свою милость этого человека. Или же скажет: «О Аллах, такой-то, он поддерживал меня в этом бренном мире, да? В мирском мире. Так поддержи его тоже со своей милостью». Поэтому родственные связи в религии это очень то, что нужно очень брать во внимание и не просто так не оставлять его, да? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Ас-садакату аля мискини садакатун». Твоя милостиня бедняку – это просто милостиня. Просто милостиня и все. Одна награда получается. «Вас-садакату аля зи рахмин садакатун василятун». А твое милостиня своим родственникам – это двойная награда. Во-первых, это садака милостина идет, а во-вторых, это поддержка родственных уз. Потом Аллах Субхану ва Тааля говорит о ятама, валь ятама. Ятама – сироты, дети, которые потеряли своих отцов. Дети, которые потеряли только отцов, да? Они религия особенное внимание берет на эти, потому что они те люди, у которых нет того или такого человека, который мог бы заступиться за них и представлять их права, да? Валь масякин, и беднякам. Беднякам каждый человек обязан помогать беднякам, поскольку это испытание Аллаха, бедство, то, что человек бедный, и испытание Аллаха, то, что человек богатый. Аллах испытывает человека богатством, также Аллах испытывает человека бедностью. Бедного испытывает то, что он сделает на этот счет, да? Это же, получается, предопределение Аллаха. Будет ли доволен этот человек предопределением Аллаха, или же он будет жаловаться на себя. А богатого, будет ли он расходовать свое богатство во благо своего, или же он будет просто в этом мире ходить и пользоваться своими благами, то есть богатством только во благо своего этого мира, да? Дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вальджари дзаль курба». Вот на чем мы остановимся. «Вальджари дзаль курба» и соседи. Соседи бывают двух видов. Аллах Субхану ва Тааля упомянул здесь двух видов. «Вальджари дзаль курба, вальджари дзаль джунуб». Соседи, с которыми вы имеете родственные отношения, и соседи, с которыми не имеете родственных отношений. Обе идут здесь во внимание. То есть Аллах Субхану ва Тааля упоминает обеих. То есть то, что они двое имеют очень огромную роль в религии. Поскольку приводится в хадисах то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ма заля Джибриилу юсини бильджари хатта зананту аннаху сайюаррисуни».
передает имам Ахмад от Абдулла ибн Имрана, радиллаху анху, что означает, Джибрииль не прекращал давать мне наставление о важности отношения, от важности хорошего отношения к своим соседям до тех пор, что я уже подумал, то, что Джибриил сделает его из числа моих наследников. До того, да? Он увещевал его, до того он говорил о своих соседях, то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям уже начал думать, то, что не они ли мои, да, как бы, наследники, да? Этот хадис приводится в Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и Ахмад, также приводится в других сахих китабах. Второе, то, что передается от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хойруль асхаби индаллах хойрухум ли сахиби». Наилучший друг перед Аллахом является тот, кто хорошо относится к своим друзьям. «Ва хойруль джирани индаллах хойрухум ли джари». И наилучший сосед перед Аллахом тот, который наилучший к своим соседям. Да? То есть это зависит от нас самих. Хотим мы рая, хотим мы хорошего степени перед Аллахом, значит это все от нас. Дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ма такулуна фи зина». Что вы скажете насчет зина, прелюбодеяния? Сподвижники ответили: прелюбодеяние это харам, запретное Аллахом и посланником Аллаха, и запрет чего будет до конца судного дня, до судного дня, да? Тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ля айязни раджулю би ашрати нисва айсару алейхи мин айязни би имраати джарихи». Совершать прелюбодеяние с 10 женщинами – это менее тяжкое преступление, менее тяжкий грех, чем совершать прелюбодеяние с женой своего соседа. Дальше. «Ма такулуна фи сирка». Что вы скажете насчет того, что есть человек... Что вы скажете насчет воровства? Сподвижники ответили: это тоже харам. Запрещено Аллахом, запрет Аллаха и пророка до судного дня. И запрет которого останется до судного дня. Тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ля айясрика раджулю мин ашрати абьяд айсару алейхи мин айясрика мин джари». Обокрасть десятки домов легче или же менее тяжкий грех для этого человека, чем обокрасть своего соседа. Да, братья? Поэтому сосед это не просто сосед, а это сосед, это ключ довольствия Аллаха, или же ключ от того, что Аллах Субхану ва Тааля, может именно по причине соседа ввести нас в ад. Да? Также Аиша радиллаху анха спрашивает у пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, когда она хотела подарить своему соседу что-то, да? Говорит: какому из этих дверей мне подарить? Тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Или акрабихима минка бабан». В тот дом, который ближе к тебе дверью. В тот дом, который близок к тебе дверью. Поэтому, субханаллах, одарять соседей подарками, обходиться с ними вежливо, приглашать в гости, это очень самое важное дело. Поскольку у нас уже вот эта вещь уже теряется. У нас в подъездах даже не знаем, кто наш сосед, да? Не знаем, как он живет, какое у него положение, бедный или он, или не бедный, как он живет, где живет, чем пропитает, чем работает, кем работает. Да, братья? Поэтому это тоже самая важная степень нашей жизни, это наши соседи.